Так, что нам понадобится для приготовления оладий? Нам понадобится 2 яйца, стакан молока и стакан воды и муки на глаз, ну, чтобы тесто было не сильно густое. Соль, перец, Соль, щепотку и щепотку сахара. Перца не надо. Ну и растительное масло. Здесь у нас якутская посуда приготовлена. Так, сейчас я сразу приготовлю. Якутскими узорами. Ага, якуты любят оладьи по каждому поводу и без повода. Допустим, мы делаем на неделю несколько раз, может быть, по 2, по 3 раза делаем. А ты яйца тоже взбиваешь вот так вот? Я думаю, Да, и просто мутовка. можно... Нет, я обычно вот мутовка, ну, это не мутовка, этык называется. Да. Для керчиха, штука для керчиха. Да. Для керчиха и оладьи делаю. А нельзя сразу все скинуть в миску и взбалтывать? Ну, наверное, можно, но я делаю так. Сначала яйца. Все это такой длительный процесс. Я люблю, я когда делаю оладьи, поэтому они у меня и не получаются. Я сразу все кидаю, и потом уже начинаю все взбивать. А где у нас сахар? А вон он, дай, пожалуйста. Нет. Нет, я делаю постепенно, и это, как бы, мне кажется, не очень долго. Ну и сахара тоже немножко, несколько щепоток. А тесто какое должно быть? Оно не должно быть жидким? Оно Как не знаешь, должно быть. консистенция? Она, сейчас я примерно покажу, как сказать. Оно должно быть погуще, чем на блины, но не совсем такое прямо густое. Истинная якутская женщина готовит завтрак с маникюром. Да. А вообще это у нас можно назвать традиционный якутский завтрак. Оладьи и керчик. Да. Что такое керчик, мы сделаем чуть попозже. Оладьи есть у многих народов, кажется же, да? Да. Да, но вот мне вот якутские наши нравятся больше. Они не такие жирные. Сколько в целом занимает процесс приготовления оладий? Ну, мне кажется, вот тесто можно сделать за 10 минут, можно около 10 минут, но вот процесс приготовления на масле, имеется в виду, это может затянуться. Ну, вообще, за полчаса можно приготовить, мне кажется, так. Ну вот смотри, вот сейчас Естественно, уже Да, мне кажется, чуть вот- больше половины. Да, мне кажется, что вот это уже, на сколько человек у нас оладьи? ну, От сколько смотря у порций? кого какие аппетиты, но мне кажется, вот на 4 это достаточно. Мне кажется, еще чуть-чуть добавить. Я, наверное, все насыплю. Новая пачка не понадобилась даже. Надо, чтобы вот комочков не было. Теперь он у меня что-то густоватый. Густой, Да, что густой. Сейчас я его разбавлю, ничего страшного. Когда он густой, тогда получаются оладушки такие жирные. Ну, кому-то нравятся жирные, толстые оладушки, да? Мне нравятся такие, которые не толстые, И не тонкие. да, и не тонкие, такие нормальные. Вот я чуть-чуть добавила. Ну, мне кажется, вот. Да, мне тоже Нормально. нравится, что тесто уже готово. Да, тесто уже готово, оно вот погуще, чем на блины. Масло должно быть такое разогретое. Ага. Ну, то есть немножко подождем, пока оно разогреется. Вот они такие кругленькие должны быть. Ну вот, получается, они еще... Вот я переверну, когда они уже будут подрумянены. Так, мы оладьи перевернули. Вот они у нас подрумяненные. Мгм. Такой аромат. Да. Видим, что она уже... Вот они уже подрумянились. И достаем наши оладушки. Так что мы оладушки делаем очень часто. 2 раза в день. Нет, ну в неделю 2-3 раза точно. Мы обязательно делаем в дорогу. Просто так, когда приходят гости. Ты вместо хлеба? Да, можно вместо хлеба. С керчиком, с вареньем всегда вкусно.
Да, у нас оладушки обычно с собой берут с собой охотники, рыбаки. Охотники, чтобы задобрить духа Байная, это у нас дух, дух, как сказать, природы, который вот может дать много дичи. И поэтому охотники у нас всегда берут оладушки в дороге. Ну и рыбаки, чтобы получить хороший лов. Обычно это ложится на землю. Ну, это А есть какая-то специальная система, как оладьи класть? Но некоторые ложат эти оладьи в виде солнца, в виде солнца, и посередине могут еще положить там масло. Некоторые ложат просто одну оладушку, некоторые могут оторвать от оладушки. У каждого получаются свои обычаи. Так, сейчас мы, значит, готовим кёрчик. Да, мы берем ту же самую мутовку, но это у нас называется... Или кажется, это только у якутов есть такое. Да. Так, мы берем сливки 30%. Но лучше брать, наверное, 25%. В нашем случае были 30%. Вот тут у нас имеется два вида сливок. Обычный простоквашино 20% и натуральные якутские сливки, которые из натурального молока, скажем так, 30%. Мы сделаем из тех и из этих. Кёрчик это взбитые сливки. Это традиционная, ну, якутская еда. Каждое утро начинается во многих семьях как раз кёрчиха. И как долго ты взбиваешь? Я взбиваю, пока он не образует густую пену. Вот он постепенно, получается, вот густеет. Ну, вот я говорю, надо было мне поменьше налить, кажется. Но у меня рука не так набита, некоторые же так быстро взбивают. Но надо, Ну, только ты очень энергично, на самом деле, надо это взбивать. Да. Потом попробуй простоквашино сделать. Ты, наверное, будешь полчаса взбивать. Наверное. Простоквашино сливки. Вот. Что-то девушка не то. Надо просто быстрее. Не Быстрее, хватает да. сил. Мгм. Хочешь попробовать, Юля? Ну, давай. Давай, может, у тебя получится лучше. Держи. У Юли получается более энергично. Мне кажется, Юля быстрее огонь тут разведет, чем кёрчик собьет. Так, попытка номер 2. Мы немножко уменьшили объем. И теперь, да, так гораздо легче. Вот когда меньше, Если уже не боишься, что перельется, да, мне кажется, да, уже энергичнее. А то такое ощущение, да, что через край она перельется, и тут уже можно быстрее. Смотри, ну круто, надо было всего лишь перелить. мартышники. Я вообще обожаю мартышки. А мартышки — это замороженный кёрчик. Да, это самое вкусное. Якутское мороженое. Так, мне обычно мне нравится добавлять именно брусничное варенье. Ничего себе, банка. Знаешь, Расформа Карлсона. С прошлого года С я 3-литровыми банками постоянно. Ну да. Ой, ты даже покраснела. Да, я закрыла ее. Вот, да. Так, сначала ее. Мне интересно, как долго будем вот эти вот сливки взбивать. Мы в наш кёрчик добавим немножко варенья. Буквально 2 ложки. Ну вот он цвет у нас сразу окрасился, я добавила брусничное варенье. Ну, но мне кажется, больше подходит к кёрчику. А зимой из него можно сделать, как говорила Юля, мартышки. Просто заморозить, на улицу вытащить ложками до этого. Вот он уже совсем другой цвет. И видно уже по консистенции, Что он что такой совершенно, густой. да. Вот он какой густой. Иначе. Всё. Сейчас мы будем пробовать простоквашино. Он даже вот по цвету, да, какой-то? Ну, Другой. Опять немного налила, что ли? Нет, нормально, нормально. Ой, Они совсем жидкие. да, совсем жидкий. Да. Он как молоко. Тут просто, я думаю, получится просто пенка. В общем, мы делаем резюме такое, может быть, немножко преждевременное, но кёрчик можно делать только из якутских сливок. Да. Да, тут получается как пенка же. Как молоко. Мне кажется, фигня.
Да, даже Вообще фигня. Просто пузыри появились и все. Да. То есть не подходит сливки 20%. Вот это вот все фигня. Нужно брать вот такие вот сливки. Ну, даже не стоит питаться, да? Итак, традиционный якутский завтрак. Оладьи и керчи. Давай. Вкусно, да? Вот их можно вот так прекрасно трясти, они не капают, Да, не вот они. падают. Хорошо взбитые сливки. Приятного аппетита! Надеюсь, вам понравятся наши якутские оладьи и керчи.